Вот летит. Видели? Вот летит мишень. Ну что, ребята, я сегодня пришел на стенд. Долгожданный выходной. И мы сегодня с другом под маркой Ata Arms, турецкий инструмент, покажем стрельбу. Ребята, хочу вам несколько дать советов. Все штатное, все заводское. Ружье очень легкое, не знаю, 3 килограмма, арендованное со стенда. 1500 рублей стоит аренда этого ружья. Ну, как говорится, в руках мастера любая палка стреляет. Но, конечно, в любом случае приклад нужен. Здесь, ребята, что я сейчас, какая у меня установка? Я хочу вам сказать, как бы там ни было, 20 лет, 30 лет назад или 50 лет тому назад, 100 лет назад, ружье остается ружьем. Ружье остается ружьем. Почему? Потому что также есть два ствола, также есть рукоятка и также есть приклад с курком. Это является самым ключевым для нас. Почему? Потому что остальная химия, какие стволы, какие там измерения, что-то нам это не нужно. Нам нужно уметь пользоваться этим инструментом, друзья. Как говорится, слышали такую историю, когда катану в Японии очень долгое время производили, там буквально, я не знаю, там сколько лет, десятилетия, и оно является смертельным оружием у того, кто умеет превращать это в искусство. Но на самом деле, друзья, все у нас в умении. У меня есть лайфхаки, я знаю, что как сейчас в данный момент приобщить вот это вот заводское ружье к себе, чтобы оно стало моим, чтобы у меня не вылетало, друзья. Правильно. Идея, тот, кто со мной согласен, это тиски. Моя интерпретация, мое мнение насчет этого, что тиски, кузнечные тиски с рукояткой, которые зажимают с колодками, это у нас левая колодка, у нас скула, а правая колодка это у нас плечо. И мы должны зажать, друзья, зажать тисками плотно приклад. К сожалению, сейчас приклад у меня является заводским, и я не могу сделать это движение, ребята, чтобы, допустим, у меня затыльник полностью прилегал к плечу. В таком случае мне левой колодкой, которую я ранее упоминал, нужно спускать. Вот, я спускаю, у меня получается вот такое вот движение остается. Чтобы у меня не было потери вот этих доли секунд, есть лайфхак. Просто поднимать рукой приклад до этой левой колодки, называемой не скулой, а костяшкой скулы. Именно до упора, до упора. Но видите, к сожалению, ребята, только часть 3 или 4 сантиметра будет у меня лежать на затыльнике. Я это делаю для того, чтобы у меня не было потери секунд. Вот у меня первая. Или я делаю вот так. Видите разницу? Потому что у нас мишень летит 4 секунды или 3 секунды, а у тебя 2 секунды на то, чтобы поднять и выстрелить. У меня в кармане 2 секунды моего времени в качестве ресурса. Давайте сейчас посмотрим, сколько будет лететь мишень и сколько времени требуется мне для поднятия ружья, чтобы я мог воспользоваться своим ресурсом и не терял это в таких движениях, как я вам показал. Конечно, я выстрелю таким образом, ружье разряжено, как вы видите. Я выстрелю в таком положении, но это, ребята, доли секунды. В секунде у нас 10 долей, и это очень важно, чтобы 2 секунды они были максимально эффективными. Давайте сейчас засекем время
Смотрим. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Ребята, сейчас я стрельну под мишенью. Я подошел под мишень. Это мишень угонная Альфа А. Неважно какая буква, но суть в чем. Давайте сейчас посмотрим. Альфа. Я буду сейчас считать громко. Пол. 1, 2, 3. Все, 3 секунды, ребята. У нас мишень летит 3 секунды. В основном это бывает либо медленное, либо это быстрое. Поэтому наша задача не удалять эту мишень далеко и скинуться вот этим лайфхаком, поднимая свои кузнечные тиски в переносном плане, как я вам показывал, только руками. Только руками. До левой боковой колодки, как я назвал. Правая это у нас плечо, левая это у нас костяшка скулы. Вот давайте сейчас стрельнем. Альфа! Смотрите, ребята, я только приподнимаю рукой. Пол! Снес бок. Это примерно у меня где-то было с вами чуть больше секунды. Давайте повторим. Поль. Видели? Время очень мало дается на это. А сейчас, если я буду делать вот так, ребята. Смотрите, патрон снял, ружье разряжено. Если я буду делать вот так. Конечно, я попаду. Я не буду патрон свой стрелять в воздух. Но это будет, это время. Смотрите. Поль. Вот, ребята, в чем разница. Где вы можете стрелять так, чтобы вам было удобно. Называется по охотничьему, ребята. По охотничьему. То есть мы обязательно остаемся в естественном положении. Работаем в естественном положении. И стреляем навскидку, друзья. Вот. Смотрим на мишень. 3D. Подняли. Поводка и выстрел. Смотрим на мишень. Навскидку. Конечно, я делаю это медленно. А на охоте у нас время просто не будет. Вот давайте сейчас стрельнем по Е. Давайте по Е. Сейчас я настрою Е. Будет, надеюсь, видно. Я сейчас стрельну, ребята, навскидку. Эко. Эко. Время совсем мало. Поль. Если камера захватила, то вы видели, что я стрельнул навскидку. Давайте еще раз повторим. Я стрельну ее сейчас в этом рубеже. Вот так вот. Да, здесь у меня оператор. Смотрите, ребята, я сейчас буду стрелять навскидку. Поднимаю только рукой. Поль. Видали? Стрелял только навскидку. Хоп, бум. Потому что время у нас, ребята, нету. Чирок летит очень быстро. И он пролетает буквально, допустим, за 2 секунды 30-40 метров. А у нас ружье же не пуля, мы же не можем стрелять в очень далекое расстояние. Поэтому, ребята, смекайте и берите это на вооружение, если хотите. Ребята, но есть еще одна профессиональная стрельба, которая приходит со временем. Она куется. К этому я обучаю сегодня многих охотников и спортсменов. Ребята, вообще не смотреть на стволы. То есть, когда мы кушаем сосиску, мы же не промахиваемся. И точно так же уверенно же ложим ее в рот. Так мы и стрелим по Б. Хопа! Оп! Браво! Я не буду смотреть на стволы. Смотрите, ребята. Конечно, эта стрельба называется из-под бедра, но все равно я не буду рисковать и хвастаться и стрелять из-под бедра. Я стрельну ее, приложив, полностью работая, но я не буду смотреть на стволы. Это браво! Поль! Вот летит. Видели? Просто смотрел на мишень. Вот это называется профессиональная стрельба. Так стреляют топы. Потому что они доверяют, что сосиска не уйдет мимо рта. Давайте еще раз. Поль!
Вот, летит мишень. Видали, как центром попадается? Конечно, я немножко сейчас показываю вам стрельбу, но это очень сильно работает. Видите, прямо центром. Поль. Вот, смотрите, уверенность не теряю. Видите, не теряю. Я не влаживался, не что-то делал такого, да, чтобы можно было хвастаться. Но на самом деле вы увидели, что только нужно работать глазами. К этому нужно прийти. Конечно, нужно смотреть и ориентироваться по стволам, но когда человек это много раз тренирует, он приходит к такому осознанию, что он уверен в том, что куда он нажмет на курок, то дробь, она сомкнется в том месте, где будет попадание, друзья. Ну что, до скорой встречи, увидимся.